Сегодня мы с вами будем говорить о сексе. Это стоило много, примерно как моя зарплата за один завод. А спорим на биткоин, что после того, как случится мировая война, ну если она случится, и в России выживут люди, они выживут потому, что они спрятались в бункере. За моей спиной находится Кремль, храм Василия Блаженного где-то там, кремлевские часы и мавзолей, в котором вращается дедушка Ленин с определенной периодичностью. И сегодня мы будем увеличивать периодичность его вращения. Что реализовать себя, вот, скажем, вот просто в общении с бабушками-прихожанками, сидя в деревне, ну, наверное, у меня вряд ли получится, я человек немножко другого склада, вот, поэтому пришлось искать выход, вот, и выход нашелся в Ютубе. Та-дам! С вами батюшка, который отвечает за все. Я понимаю, что я, скорее всего, никогда не стану священником, блогером, миллионником. Вот. Наверное, самая большая победа это то, что сама идея блогинга внутри церкви, в том числе благодаря мне, тому, что я делаю, стала восприниматься нормально. То есть 3 года назад священник-блогер на YouTube это было что-то очень дикое, непонятное, и как-то народ реагировал, ну, крайне подозрительно, что ли. Все что угодно, есть тролли, есть хейтеры, ну это нормально, да, то есть приходит тролль, вот просто чтобы написать кучу комментариев, вот, то есть здесь ничего странного нету. Вот, но с другой стороны, я получаю фактически ежедневно либо личное сообщение, либо какой-то комментарий о том, что Александр, спасибо вам огромное, потому что с помощью ваших роликов я открыл для себя новый, неизвестный, очень красивый мир христианства.